Друзья, позади меня находятся две, наверное, самые узнаваемые Toyota. Это Toyota Prado и Toyota Hilux команды Богдана Булычева, которые недавно вернулись из своей очередной экспедиции в Арктику. Но про информацию про саму экспедицию, про очень интересные события, фотографии с места, с поселений, с интересных мест в нашей республике вы можете увидеть, конечно же, на канале про путешествия Богдана Булычева, а также в соцсетях. Но сегодня я не мог отказаться от возможности побывать за рулем внедорожника. В нашем случае это будет Toyota Prado, посмотреть, как он рулится, и по возможности рассказать вам, и также пообщаться с Александром, который, я думаю, как никто другой, подробно расскажет о возможностях этого автомобиля. Поехали! Итак, друзья, сейчас я нахожусь в автомобиле Toyota Prado. Это один из экспедиционных автомобилей команды Богдана Булычева. Рядом со мной Александр Еликов, это руководитель арктической части поездки, экспедиции. И думаю, нельзя упускать такую возможность, чтобы Александр, как один из самых опытных водителей в команде, рассказал нам про этот внедорожник, как он подготовлен. Всем привет! Ну, что я могу сказать? У меня опыт постройки машин, именно машин на 38-х, 39-х колесах очень большой. Я 10 лет катал, помимо того, что я работаю водителем профессиональным всю свою жизнь на севере, в Арктике, на грузовиках, я 10 лет катал внедорожные соревнования. То есть организовывал их, проводил, сам был и водителем, и штурманом, то есть и пилотом, и штурманом. Вот. И, соответственно, строил. Плюс рыбалки, охоты, путешествия. То есть опыт постройки автомобиля большой. И пришло понимание, что гаражный весь этот тюнинг, он очень такой условный в плане надежности. То есть такую машину можно построить, на ней можно хорошо катать соревнования, на ней можно хорошо ездить, как я называю это, в ближайшей песочнице. Ближайшая песочница — это область, в которой вы проживаете. То есть если вы выезжаете чуть немного дальше, то есть если вы выезжаете хотя бы там за несколько тысяч километров от дома, и эти несколько тысяч будут не дороги и даже не зимники, а это будет целина, торосы и очень серьезное бездорожье, то уже нужна более серьезная подготовка. И как раз таки именно поэтому мы обратились в компанию Arctic Trucks. Это я говорю не в качестве рекламы, это я говорю именно из-за того, что это единственная компания, которая так готовит автомобили. Как так? Здесь нету никакого бодилифта, здесь нету никакого отрывания кузова. Если бодилифт, мы знаем, там узкие люди, да, то есть здесь не отрывают кузов от рамы, не ставят никакие проставки, соответственно, не нарушают подкапотное пространство. Здесь метод кардинально другой. А у этих ребят есть специальные кондукторы для передней и задней подвески отдельные. С рамы срезаются все крепления подвески, закрепляется на раме этот кондуктор. В этот кондуктор вставляются заготовки, которые делаются массово. Этих машин сделаны тысячи. Ни один гараж не сделал даже 1/10, 1/100 части тех машин, которые делают Arctic Trucks. Эти заготовки сделаны в Исландии на ЧПУ станках, которые много-много лет уже отработаны. А вот эти заготовки вставляются в кондуктор, прихватываются на раме, потом кондуктор убирается, это все обваривается. И получается, что крепления подвески здесь перемещены. То есть мост, что передний, что задний, смещены относительно родных креплений немножко вниз и немножечко вперед. То есть колеса раздвинуты наискосок, грубо. Вот. И сдвинув эти крепления, в целом они остаются по геометрии в родных пределах. То есть подвеска, в принципе, родная, только она немножко оторвана от рамы. Вот, на определенный размер. И благодаря этому появляется возможность засунуть сюда 39-е колеса.
вырезается, понятно, что вырезается максимально арки, то есть, причем вот Prado у нас с коробкой автомат, здесь немножко проще, здесь нет третьей педали. То Hilux, там слева педаль сцепления, и там тяжело вырезать так пол, и, ну, немножко сложнее. То есть там вырезали максимально. Оно вроде, когда я езжу, я понимаю, что ну, нормально все, мне ногам ничто не мешает, пол не изменилась геометрия, но когда я сажусь в стандартную машину или заглядываю под крыло стандартного Hilux, я понимаю, что там вырезано просто очень много. И как они уместились, как они это сделали, ну, я вообще это... Вот. Так что вот это в чем кардинальное отличие этих автомобилей от всех остальных. Ну, перейдем, наверное, начнем, наверное, снутри. Ну, я так понимаю, что здесь особо никаких изменений нет. Салон, или да, салон практически стандартный. И максимум, что здесь можно увидеть, это кнопочки дополнительного света и блокировки передние. Все. То есть здесь особо никаких изменений мы не вносили. А сколько километров проехали автомобили в этом году, в экспедиции? По бездорожью, то есть зимники, целина, лед, море, вышло 6600 километров. Общий пробег немножко за 10 тысяч перевалил. Это мы говорим Якутск. Плюс сюда они пришли своим ходом из Красноярска. Тоже больше 3000 километров, из них которых 800 зимника нашего Мирнинского. Вот пробег этого сезона. Ну, прежде чем мы тронемся, как показали себя машины? В целом все нормально, они, видите, своим ходом приехали. Единственная зима, аномально холодная зима Якутии этого года, да, она может быть не аномальна по абсолютному минимуму, да, но она аномальна по продолжительности морозов. И мы из 1,5 месяцев, мы месяц двигались при температурах в районе 50. То есть это серьезнейшая нагрузка на машину. И здесь устали резинки очень много. То есть потекли, на одной машине потек сальник редуктора. На все пыльники, абсолютно все полетели на наконечниках, на шаровых. То есть рулевые, верхние и нижние шаровые на обеих машинах. 2 пыльника привода по одному пыльнику на машинах поменяли. Втулки амортизаторов, 1 сайлентблок на рычаге на Hilux. То есть, ну, это все, это резинки. Это все резинки. То есть это мороз. То есть большие нагрузки, машина у нас очень сильно нагружена, они перегружены у нас. То есть Prado почти 4 тонны весит. То есть это просто дикий перегруз, да. Hilux 3,5 тонны весит. То есть, ну, очень большая нагрузка, потому что там по полтонны только топлива. Вот. И как бы все такие поломки, это все резинки. А резинки — это мороз. Так, ну что, тронемся? Да, поехали. Все Так, стандартно, автомат. 2 педали, да, и рычаг. Здесь поменены главные пары. Родные заменены на 4.88 на Prado. Здесь коробка автомат. На Hilux мы дважды меняли главные пары. То есть сначала мы поставили 4.88, не понравилось абсолютно, то есть этого понижения было мало, потому что там коробка механическая, а снег топтать нужно максимальное понижение. И, как я всегда говорю, в снегу достаточного понижения не бывает. То есть сколько бы ты ни понизил, можно еще. Вот, поэтому мы год проездили. Если мы на Prado ездим уже 2 года, то Hilux у меня 3 года. Вот, это уже 3-й сезон на нем. Вот, и 1-й сезон я на нем отъездил. Мы ездили в Архангельскую область, Коми. Там прошли вдоль Арктического побережья, тоже по бездорожью. Очень много было соленых наледей. Вот. И там мы поняли, что с моим штурманом, с Олегом Харченко, с которым мы покупали эту машину, готовили Hilux, вот, там мы поняли, что этого понижения мало, и приехали и сразу переделали машину на пары 5.29. То есть еще понизили максимально возможное понижение, сделали. У нас, к сожалению, на Toyota, на современную Toyota не существует понижающих китов в раздатку. Здесь, ну, это вот самое такое нормальное, чем можно понизить. Поэтому только главными парами. Сейчас пара 5.29. Мы, в принципе, пришли, если ставить 35-е колеса, то мы пришли на родные передаточные числа. То есть спидометр не
не меняя Arctic Trax, еще ставит корректор спидометра. Вот на Hilux корректора нету, и не меняя корректора спидометра, у нас получается спидометр показывает идеально правильно скорость на 35 колесах. То есть вот поставив пары 5.29, мы только-только к 35-м пришли к нужным передаткам. Сейчас машины на 38-х уже, спидометр показывает меньше, это говорит о том, что можно было бы еще понизить, но, к сожалению, нету больше в природе пар ниже. Ну, я, кстати, вот сейчас еду, во-первых, сразу не могу понять габариты машины, машина непривычная. Машина большая. Да. Большая машина и очень мягко идет. Ну, мягко она идет еще за счет того, что рабочее давление у этих покрышек 1,4. Ага. Да, мы где-то держим 1,2 сейчас, потому что мы шли по грунтовкам, по трассе Колыма. Вот. 1,4 был немножко излишним там, по камушкам ехать. Сделали 1,2. Вот за счет этого она, конечно, мягкости придается. Подвеска здесь усиленная. Она не усиленная, извиняюсь, она увеличенная грузоподъемность у нее, то есть пружины стоят вроде бы плюс 400 сзади, плюс 200 спереди. Вот. По идее, она должна быть жестче, машина, но так как на ней много всего, много груза, То есть она мягкая идет. то она, да, примерно как стандартная по мягкости подвеска, но плюс дополнительная мягкость за счет резины. Ну, спасибо. Я хотел поблагодарить Александра. Спасибо. Напомню, это был Александр Еликов, руководитель арктической части экспедиции Богдана Булычева, которые недавно завершили одну большую экспедицию. В скором времени на канале про путешествия появится видео, будут выходить, как я понял, несколько серий будет. По-моему, Богдан сказал около 30. Материала очень много, да. Поэтому, друзья, подписывайтесь на канал про путешествия, смотрите телеканал Якутия-24. Это был проект «Испытано на себя», и я, Руслан Ачиров. Спасибо, до свидания.